утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Как вы поживаете? Как ваше здоровье? Как ваше самочувствие? Наверное, многие готовятся к школе, и мы готовимся потихоньку. Надеемся, в школу пойдем. Надеемся, что не будем учиться дистанционно. Ой, не люблю. Мне тяжело, как будто я сама в школу иду. Дай Бог нашим учителям терпения, здоровья, и родителям то же самое, и бабушкам, как я, то же самое. Сегодня у меня для вас очень хорошая новость, которую вы давно ждали. Сейчас я вам покажу. А у нас пополнение. Наша Маша родила тройняшек. 3 девочек прекрасных. Родила сегодня утром, 6 утра. Похудела Машенька. Вот они, лопусенькие. Ой, какие холёсие. А ты чего смотришь? А? Ты чего смотришь, красавица? Что, здороваться хочешь? Умница. Поздоровайся с подписчиками. Они тебя назовут красивым именем. Три девочки, красавицы. Машка родила благополучно. Дала ей сладкую водичку. Сейчас хлеб кушает. Дала ей хлеб, а не зерно. Немного. Много нельзя пока. И сено сухое дала. Пока, наверное, болеет. Ей тяжело. Хочет ласкать своих детей. Ух ты моя, Машенька. Оу, поздоровайся с подписчиками. Они давно ждут, как ты родишь, когда ты родишь. Ой ты моя, и глазеньки грустные. Болела, видимо, тяжело. Умничка ты моя. Да, похудела. Накормлю я тебя. Поправишься. Я их отдельно закрыла, чтоб Даша с Глашей не мешали. Сейчас ей питание другое надо. Ой ты моя. Да, детишек любишь. Любишь. Заботливая мама ты. Любишь ты их. Молодец. Да. Ух ты моя. Водичку хочешь пить? Пей, пей. Ты что наступаешь? Ой, наступаешь, что ли? Нет, не наступает. Девочка, плакса, наверное. Вот так. Все хорошо, благополучно родила она. Самое главное. Сейчас я вам кушать дам. Уже не сюда дам. Вон туда дам. Здесь надо делать. Вон куда залезла она. Ах ты хулиганка, это ты сломала. Вот ты хулиганка. Девочка, у тебя хулиганка. Все ломает. А ты куда залезла? А? Куда ты залезла? В мешок залезла. Один котенок только остался. Всех благополучно устроили. А этого котенка никак пока. Ух ты моя, лялечку свою кормишь. Ух ты моя холёсия. Умничка. Умничка ты, да?
Умничка ты. Молодец. Маша, Маша, красавица ты наша. Лялечку лялечку тебя сосет. Умничка ты наша. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди. А где мама твоя? Где мусия наша? А? Красотулечка ты моя. Что? Кого прячешься? Кого ты прячешься? А? Что? Маму потеряла. Ушла мама куда-то. Папа пришел в гости. Вот мама и ушла. Да. Папа пришел, рыженький. Твой. Муж. В кино, наверное, пошли. Папка с мамкой. Чудо. Толечка ты. Приехали брат с женой в гости из Стерлитамака, самый старший брат. Но они не хотят, чтобы их снимали. Стесняются. Он там мой старший брат с Салаватом. Вот он. Это машина его. Вот его жена. Они стесняются. Да, мы такие стеснительные. Камеры пока боятся. Любуются цветами. Красивые. Да, Красота. очень даже красивые. Красота. Дожди были сегодня ночью. Вообще прелесть. Угу. Весь двор в цветах. Да. Красота. Посидели. Шашлыки делали. Песни пели. Поговорили долго-долго. Вот старший брат. Зяки Закирович. А вы меня корали? Бригина корали? Юла. Стесняется. Стесняется, ладно. Сейчас провожаем домой их. А я его все равно снимаю. Счастливого пути. Счастливого пути вам. Махают. Они часто приезжают, но сниматься не хотят, стесняются, смущаются. Пока-пока. Все, уехали. Здесь у меня лук. У нас ливень на улице, дожди, поэтому я здесь сушу все. Не высохли совсем. Лук нормальный. Нам хватит. Чеснок тоже хороший. Такой лук. Чеснок тоже хороший. Хочу вам показать, как я солю огурцы. Сейчас собираю их.
и вам покажу. Второй урожай я посадила. Огурцы растут в теплице. Надеюсь, успеет давать урожай. Маленькие огурчики есть, появляются. Здесь у меня кабачки. Кабачки тоже растут. Помидоры тоже растут. Дождь у нас. И снимать даже невозможно. Помидоры кушаем давно уже. Созревают. Солила несколько банок. Сейчас я покажу вам, как я солю огурцы. Сюда я клала листья хреновины, по 3 листа смородины. Чеснок я много кладу. Я люблю. И листочек лавра. Где-то по 6 черного горошка. Где-то по 3, по 4 гвоздики. И огурцы. Кладу горького перца. У меня перец не очень горький. Наполняем банку. Огурцы у меня мелкие, хорошенькие, вкусненькие. Огурцы у меня соленые всегда получаются хрустящие, твердые, вкусные. Рассол будет очень вкусный. Банки у меня никогда не взрываются и не мутнеют никогда. Наполнила я банку. И потихоньку наливаю кипяток. Закрываю крышкой. Стоит у меня минут 15-20. Сейчас наполню другую банку. На улице ливень, дожди сильные. Не могу пока огурцы собирать. Солю, что есть. Так. Горький перец, сладкий перец можно.
Можно еще один сладкий перец. Сюда я сладкий перец не клала. По-разному я солю. 2 раза заливаю, выливаю. 3-й раз, когда заливаю, закатываю. Бывает, 1 раз заливаю, выливаю, 2-й раз заливаю, крышкой просто закрываю и в водяной бане тоже как закипит, минут 10 кипит, и потом закрываю. И так делаю, по-разному делаю. Кому как нравится. Сейчас я эту банку тоже потихоньку заливаю. Тоже закрываю крышкой. И 15-20 минут постоит. Вот здесь у меня немножко огурцы остались. Тоже наполнила банку огурцами, маленькими помидорами, 2 перца, много чесноку и лук. Разные сорты делаю так. Тоже заливаю. Тоже закрываю, пока крышки тоже не стерилизовала. Минут 15-20 постоят, переливаю. И сейчас поставлю крышки кипятить. Банки я не стерилизую. В посудомоечной машине при температуре 60 машина моет. «20 минут прошло, уже терпимо вот вода делается, можно вот руками трогать. Выливаем воду. У меня способ такой. С дырявой крышкой я не выливаю, потому что 1 раз я обожгла свои руки. Сейчас вот так пользуюсь. Мне удобно, мне не трудно. Я привыкла так. Банка, конечно, горячая. У меня вот так, как-то вот так.
Сейчас вода закипит. По второму разу будем заливать. Крышки положила сюда кипеть. Вода закипела. Сейчас опять будем заливать. Это у нас второй круг. Огурцы солить есть разные способы, кто как солит. И вы тоже, мои любимые подписчики, поделитесь, как вы солите огурцы, помидоры. Может, у вас по-новому. А я все по-старому. Как научилась, так и солю. Самое главное, у меня никогда банки не взрываются. Рассол получается очень вкусный. Никогда не мутнеет. У меня и не соленая, и не сладкая получается. В среднем. Все среднее. Сейчас опять закрываю крышкой. Еще раз оставляю на 20 минут. Вон сейчас пока держать никак. Потом опять обратно выливаем воду в кастрюлю. 20 минут прошло, но банки уже горячее, все равно так не остывают за 20 минут. Теперь мне придется немножко полотенчиком пользоваться. Наливаем второй раз. Еще раз кипятим воду. Вот такой способ у меня. Выливать водичку. Мне очень удобно, я привыкла. Заново кипятим. Сейчас кладу я в 3-литровую банку 2 столовые ложки соли верхом. А здесь где-то 1,5, даже чуть меньше. Еще наливаю в банку 2 столовые ложки 9% уксуса. Бывает, кладу вместо уксуса лимонной кислоты. Раньше мы, когда были молодые, мы аспирин клали. По-разному солили. Сюда же
кладу по 2 столовые ложки сахарного песка. Тоже верхом. И ждем, когда вода закипит. Скоро вода закипит. Обратно выливаем воду по банкам и закатываем. Все, вода у меня кипит. Это у нас по счету 3-й раз заливаем. И закатываем. Вот так я солю огурцы. Ничего сложного. Пока вода кипит, что-то делаешь. По дому убираешься, стираешь. Как закипит вода, опять заливаешь. И все. И вы тоже мне напишите в комментариях, как вы солите огурцы, помидоры, еще что-нибудь там. Пока у меня огурцы, помидоры и все. Компоты делала. Яблочное повидло, вишневое повидло делала. Соки закрывала. Яблочные, яблочно-вишневые и вишневые. Всего много, короче. Крышки сейчас пошли какие-то нехорошие. Крышки у меня разные есть. Челябинские, что ли, есть. Елабуга. Разные. Елабуга. Хорошие крышки. На улице ветер дует вон как. Дождь. Вот и все. Теперь переворачиваем. Посмотрим. Воздух идет, не идет. Не пропускает ли. Вон маленькие огурчики, какие красивые. Интересные. Сейчас пойдут помидоры тоже. Будем солить. Шубой я никогда не закутываю. Бывает пледом маленьким что-то или полотенчиком. Вот так закрою. И все. Ну вот, ничего сложного. Вы тоже мне напишите, как солить надо. Может, я что-то неправильно делаю, может, по-новому.
надо делать. Может, у вас вкуснее еще получается, чем у меня. Буду тоже по вашему рецепту тоже делать, солить. На этом я свой маленький влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч. Всего вам доброго. Сейчас уже ночь, 11 часов ночи. Спокойной ночи всем.